Любовь Елохина приехала в Сыктывкар из Мокчи Ижемского района. После 9 класса решила поступать в гуманитарно-педагогический колледж. Специальность выбрала не задумываясь. Люба любит спорт. Через 3 года и 9 месяцев, если все пойдет по плану, станет школьным учителем физкультуры. Мне всегда нравилось заниматься спортом, ходить на уроки физкультуры. Учителя сейчас везде нужны. В эту приемную кампанию педколледж испытывает настоящий бум. На 350 бюджетных мест 1680 заявлений. Конкурс получается в среднем 5 человек на место. Среди 11 специальностей традиционно востребованы учителя начальных классов и воспитатели детсадов. Есть и новые, крайне перспективные направления – социальная работа, коррекционная педагогика, туризм, гостиничное дело, графический дизайн. Поскольку эти специальности, в том числе и графический дизайнер, вошли в топ-50, это говорит о том, что это достаточно востребованные на сегодняшний день специальности, и студенты, которые получат эту специальность, не будут искать долго работу, их сразу же пригласят, и я думаю, что у них будет достойная зарплата. В Сыктывкарском лесопромышленном техникуме кузницы кадров для заготовительной и перерабатывающей отрасли в этом году открыто 6 специальностей. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, электромонтер, сварщик, технология заготовок, машинист лесозаготовительных и трелевочных машин, мастер КПА. На учебу принимают как юношей, так и девушек. Есть отдельные направления для выпускников 9 и 11 классов. Я поступаю на специальность сварщик. Я выбрал эту специальность, потому что она входит в топ-50 самых востребованных специальностей вообще в Российской Федерации. Плюс ко всему, конкретно в нашей республике есть крупные предприятия, которые могут принять меня на профессию за довольно хорошую заработную плату. Выпускники лесопромышленного техникума будут востребованы, уверена директор учебного заведения Ирина Гирко. Студенты еще в процессе обучения проходят практику на крупных предприятиях и рекомендуют себя с наилучшей стороны. В последние годы мы наблюдаем поток абитуриентов, которые профессионально ориентированные и идут к нам осознанно. Либо они по окончании нашего учебного заведения идут учиться дальше. У нас налажены очень тесные связи с лесным институтом, с другими высшими учебными заведениями. Либо они уже идут на рабочие места, в зависимости от их пожеланий. Прием заявлений в среднеспециальные учебные заведения продлится до 15 августа, после чего пройдет отбор абитуриентов и по некоторым специальностям вступительные испытания. При наличии свободных мест, что маловероятно, прием абитуриентов могут продлить до 25 ноября. Алексей Корчма, Любовь Лапина, Дмитрий Ведерников и Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар.